Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Уарти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 23 февраля 2022 года, и мы сегодня обсудим разные темы, отвечу на ваши вопросы по мере своих скромных возможностей. А также главная тема у нас сегодня 23 февраля, день депортации, Холокост 44, совершенный Россией, русскими при правлении Сталина. КГБ, ФСБ, НКВД – это все те организации, которые организовывали вместе с Берия со Сталиным и остальными мерзавцами и подонками. Но в 1994 году наш первый президент Джохар Дудаев сказал, что отныне мы не будем больше скорбеть, мы будем считать это днем Возрождения. Это трагический день, днем Возрождения. Ну и вот мы будем придерживаться тоже этого. У меня есть некоторая информация по этому поводу, по тем преступлениям, которые были совершены. Я буду вам понемножку зачитывать это все. Ну, в принципе, так. Ну и хотелось бы начать свой стрим сегодня, с приветствию. Сейчас я перейду с поста, прошлогоднего поста Гарри Табаха, моего хорошего друга, который он написал год назад, и у меня он был в Фейсбуке. Сегодня, 23 февраля, день скорби и годовщина Голодомора, Холокоста, геноцида чеченского и ингушского народов. Почтим память невинно убиенных, оскорбленных и изгнанных людей. В 1944 году раввин Грозного наказал всем евреям сохранить как можно больше имущества изгнанных чеченцев и ингушей и все им вернуть, когда они вернутся. А те, кто будет их грабить, то будут прокляты до 7-го колена. Чеченцы и ингуши выжили и вернулись, их борьба продолжается. Я не раввин, я простой солдат, но я призываю не только евреев, а всех праведников поддержать этот гордый и сильный народ, их многолетней борьбе за независимость. Офицер ВМС США в запасе Гарри Табах. Вот с такими теплыми словами обращался в прошлом году к нам Гарри Табах. Сегодня он тоже нас с этим днем поминает вместе с нами, вспоминает этот день вместе с нами. Поэтому будем тоже поминать этот день возрождения чеченской нации, 23 февраля. Так, теперь перейдем к вашим вопросам, к вашим приветствиям. Так, Купер, God bless America, with love from Chechnya, down with Russia, Russia is an evil empire. Совершенно верно. Господи, благослови Америку с любовью из Чечни, без России, Россия империя зла. New Horizons. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассалам. Асламбек Тутая, салама, шалдума, серга, шалом, витаю, привет, Боже, храни Америку и Англию, слава Ичкерии и Украине. Героям слава, Асламбек Тутая, New Horizons, тот самый Кетер Пошт, Байсангур де Лафер, всех приветствую. Ва алейкум ассалам, шаявега машволь, дортай. Сапом вежели. Максим Шевченко признал 23 февраля как скорбью в прошлом году праздновал как День солдат. New Horizons. Максим Шевченко для нас не является показательным. Он раскручен на российском телевидении. Реально не глупый человек, могу сказать. Но при всем при этом они нам не только не друзья, они нам больше враги, даже тот же Максим Шевченко. Потому что эти люди
легитимизируют нашу оккупацию, свою империю, поддерживают. И, конечно же, во время вот усиленного вот этого геноцида, когда вот сейчас последнего геноцида, когда чеченцев, дагестанцев и другие народы представляли какими-то радикальными фундаменталистами, там наводилась тень на плетень, была очень мощная пропаганда, многие подпадали под эту пропаганду, и вот одновременно с этим Максим Шевченко пытался изображать из себя друга мусульман и так далее, при всем при этом никогда не разоблачая ту ложь, ту инсинуацию, которую русские спецслужбы и их прихвостни на Кавказе плели вокруг недовольных, несогласных, да, я их называю диссидентами, которые на самом деле многие были обмануты, и человек, у которого погибли родственники, у которого убили родственников, запытали, замучили, его очень легко подбить на что-то. Ну и, конечно же, предательство всего прогрессивного человечества. Оставили нас один на один с этим людоедом. Теперь не могут никак справиться с этим людоедом. Теперь вот он как бы у них стал головной болью. Знаете, иногда мне кажется, было бы хорошо, если бы просто Украина сдалась бы и подчинилась бы России, вошла бы в состав Российской империи. И тогда посмотрели бы, как Германия себя вела бы, как Франция себя вела бы. Это самые еще более-менее нормально ведущие из Западной Европы страны. Восточноевропейские страны, они очень хорошо просто знают Россию, поэтому получше себя ведут. Хотя не все, да, не все. Есть такие, как Венгрия и разные другие. Ну, там отдельные представители, политиканы есть такие. Поэтому Максим Шевченко, начал о нем говорить, этот человек, абсолютно он нам не друг. Это у меня старое есть видео, это волк в овечьей шкуре. Волк не в смысле чеченский волк, а в смысле волк, хищник под видом травоядного. Поэтому мнение мы не должны ставить. Знаете, у нас есть такая привычка, если там какой-нибудь русский нам скажет, оккупант какой-нибудь скажет, там, они там, нормальные люди, там еще что-то. Мы это все вырываем из контекста, вытаскиваем, берем из этого, делаем какое-то там отдельное, чуть ли не там в музей помещаем, да, вот эти их выражения. Какая разница, что о нас говорят наши враги? Ну да, если сражались хорошо, они признали, есть такие враги, которые, они остаются врагами, они не притворяются друзьями, они говорят, да, воевали достойно, да, у них там это хорошо, у них то. Мы тоже можем признать за определенными нашими врагами определенные положительные черты и качества. Но при всем при этом враг остается врагом, а враг, притворяющийся другом, это самое опасное, что может быть. Поэтому не нужно обращать внимание, на что они о нас говорят. Нужно посмотреть, что о нас говорят наши друзья, что мы сами о себе говорим. Вот в этом плане нужно двигаться. Нам очень многое предстоит сделать, очень много. Просто очень много. Ну ладно, давайте перейдем. Так, Дени ва алейкум ассалам, Тайга ва алейкум ассалам, Леди Маш Югр, Плахтер ва алейкум салам. Нью Горизонт, Максим Шевченко, лживый человек. Да, именно так. Вальдемар Штайнбрахер. Сегодня день траура, памяти и скорби чеченского народа. Аслан говорит, Вальдемар. Дуже дякую, данкішон, Вальдемар. Будь проклят московский улус во веки веков. Амин. Амин.
из Асланбек. Так, многие европейцы путинские приспособленцы. Есть такая тема, не знаю как насчет многих, но есть. Так, Саламаш, Дума, Серга, Бусал, Бежаш, Кижаш, Делер, Саламаша, Оля, Иса. Так, Маждада. Сегодня день возрождения Чеченской Республики Ичкерия. Сам Дудаев лично подписал указ. Отлично, Маждад. Машволь, алейкум ассалам. Всем доброго вечера, говорит Маждада. Так, ассаламу алейкум, Асколи, ва алейкум салам, Казахстан, приветствую вас. Так, пока вы здесь собираетесь, я могу немножко зачитать вам о тех трагических событиях. Хоть это и день возрождения, но при всем при этом нам нужно помнить все, что было. У меня их очень много, мне прислали. Преступление русизма в феврале 1944 года. Я вам немного прочитаю. 1944 года. Русизм – это человеконенавистническая идеология смеси нацизма и фашизма. Хайбах. Это село теперь называется Чеченской Хатынью, хотя число жертв в Хайбахе было несоизмеримо больше, чем в маленькой белорусской деревне. Такое сравнение может показаться неуместным, так как жизнь человеческая бесценна, в малом ли или в большом количестве она насильственно отнята. Равнение исключительно для того, чтобы подчеркнуть масштабы трагедии в Хайбахе, которая в течение полувека замалчивалась, хотя знали о ней очень многие. Есть еще одно обстоятельство, которое отличает эти две трагедии – Хатыни и Хайбаха. На белорусской земле зло творил враг, с которым на тот период боролся весь многонациональный народ Советского Союза. А в высокогорном селении Хайбах людей сжигали те, кто на тот период должен был сражаться на фронтах Великой Отечественной войны, отстаивая свободу и независимость великой страны. Таким образом, сражаясь с простыми людьми, вояки открыли второй фронт, не побывав на первом, и получили за это ордена и медали. Русизм советского происхождения – так можно охарактеризовать действия тех, кто оставил после себя на нашей земле опустошение и жертвы. Поэтому вполне естественно наше стремление осознать, осмыслить то, что было сотворено, что нужно предпринять, чтобы тот кошмар не повторился. Ознакомившись с этим преступлением, сразу вспоминаются Хатынь, Куропаты, Лидицы, Сонгми. Из записки заведующего сектором отдела административных органов ЦК КПСС В. Тикунова и сотрудника Главной военной прокуратуры Г. Дорофеева от 31 октября 1956 года. Переселение из высокогорного Галанчожского района осложнялось отсутствием дорог, в силу чего собственное сообщение между населенными пунктами возможно было лишь на верховых и вьючных лошадях. По заявлению товарища Мальсагова и других бывших жителей Галанчожского района, необходимых средств для перевозки через горы детей, больных и престарелых людей подготовлено не было, а имевшиеся у населения лошади и буйволы в день переселения были изъяты. В связи с этим жители должны были совершить 2-3-суточный переход по заснеженным горным тропам. Собранным на хуторе Хайбаха жителям сельсовета представители НКВД объявили, что все больные и престарелые должны остаться на месте для лечения и перевозки в плоскостные районы. По свидетельству очевидцев, значительное число граждан, в основном женщины с детьми, беременные, больные и старики, были отделены от бывшей колонны. После ухода переселяемых солдаты завели оставленных жителей в большой колхозный сарай и подожгли его, а находившихся там людей стали расстреливать из автоматов и пулеметов. Когда сотрудники НКВД покидали Хайбах, опустившись с гор чеченцы вместе с некоторыми жителями окрестностных хуторов, родственники которых были убиты в сарае, приступили к погребению останков погибших, зарывая их в неглубокие ямы недалеко от места, где стоял сарай.
Показания свидетелей преступления. Чеченец Гаев Джаидар, 1883 года рождения. Заявление указывается. В Хайбахае людей загнали в скотный большой сарай. Сарай заперли и стали его обстреливать. После того, как обстреляли сарай, обложили сеном и со всех сторон подожгли. Люди в сарае сгорели. Сарай обрушился на трупы. Это мы, то есть я, мой брат и другие, видели своими глазами. Из моих родных, из нашего дома погибли в том сарае Хайбахае мои старшие два брата Гаевы, Тута и Хату, их жены, жена сына Хату и его внук. Хамзатов Эльберт, 1883 года рождения, чеченец, участвовавший вместе с Гаевым в захоронениях трупов, показывает, когда мы прибыли в Хайбахай, увидели обгоревшие останки коллективного сарая, принадлежавшего жителям хутора. Уцелели только две боковые стенки сарая, сложенные из дикого камня, а сделанные из переплетенных прутьев передняя и задняя стенки и крыша сгорели, в том числе, где была раньше дверь сарая, беспорядочно лежала, образовывая кучу, приблизительно 7 трупов людей. На них лежали обгоревшие части сарая и камни. Метров 30-40 от сарая я увидел труп беременной женщины. Следов огня на ней не было. Когда мы ее похоронили, увидели из ее раны на животе и на спине. Когда мы сняли с пожарищ останки сгоревших кровли, мы увидели под ними большое количество обгоревших человеческих трупов. По количеству трупов и по положению их я заключил, что сарай перед пожаром был полностью заполнен людьми. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 1944 года Берия и Кабулов В., а также товарищи Серов И.А., Круглов С.Н., за образцовое выполнение задания были награждены орденами Суворова первой степени, которыми по стату должны награждаться командование фронтов и армий за победу в боях в масштабе фронтовой или армейской операции, в которой с меньшими силами был разгромлен численно превосходящий противник. И за другие полководческие заслуги, одновременно орденами Суворова второй степени и орденами Кутузова первой и второй степени были награждены 33 других сотрудника НКВД. Серов давал начальникам опер-чекистских групп следующие указания. За 1-2 дня до операции всю мужскую часть населения крупных аулов и селений под предлогом собраний и различного рода общественных работ, ремонт дорог, мостов, доставки в горы продовольствия для войск и так далее, собрать в населенных пунктах и местах, мимо которых будут проходить автомашины с семьями выселяемых, оцепить их войсками НКВД и задержать, задержанных свести в скрытое место, чтобы исключить возможность побега и взять под охрану. Спецпереселенцы должны были сдать скот и зерно и получить взамен аналогичное количество от властей на новых местах жительства. Но ничего не получили, из-за чего погибло от голода и холода и болезней 60% народа. Инфекционные больные и калеки подлежали безусловному отсеву, то есть ликвидации на месте. Деньги и ценности постановили не отбирать, но при обнаружении денег у выселяемых семья расстреливалась и изымались ценности. В Чечено-Ингушетии с момента установления советской власти весной 1920 года постоянно возникали конфликты на фоне обманутых надежд. Советы ликвидировали шариат, хотя обещали его сохранить для народов, исповедующих ислам. Запретили горское право адат, хотя обещали его сохранить. Заменили арабскую графику на латинскую, а позже на кириллицу. Препятствовали сохранению национальных традиций и обычаев, запретили ношение кинжалов. Вместо обещанной земли пытались вовлечь в колхозы. Были расстреляны видные религиозные деятели республик. Тысячи были арестованы и сосланы в ссылку. Все это не делало жителей республики сторонниками новых порядков советской власти. Раз за разом в разных частях республики возникали конфликты, переходившие в вооруженное сопротивление. Европейский парламент в своей рекомендации по отношению между ЕС и Россией в 2004 году постановил, что депортация чеченцев, совершенная по приказу Сталина, представляет собой акт геноцида. Согласно 4-й Гаагской конвенции 1907 года и Конвенции о предотвращении и пресечении преступлений геноцида, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 9 декабря 1948 года.
Чеченская община в Иордании была политически наиболее активной. Именно благодаря им вопрос о чеченцах ставился во всех высоких международных инстанциях. Голос иорданского короля становился голосом трагедии депортации. От имени нового молодого государства делались многочисленные запросы с требованием разъяснить мировому сообществу трагедию войнахов. Сегодня позиция властей Иордании прямо противоположна той, которую она занимала в первые годы депортации. Иорданские власти даже запретили теперь траурные мероприятия, по всей видимости, по просьбе из Грозного. А в те годы вновь образованная Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке стала местом проведения мирных акций протеста. Сюда приходили кавказцы, проживающие в ближайшем штате Нью-Джерси, с требованием вернуть войнахов на Северный Кавказ. Их задерживали, штрафовали, угрожали арестами, но они уходили из года в год и просили справедливости для своих соотечественников. В переполненных до предела телячьих вагонах, без света и воды, почти месяц следовали мы к неизвестному месту назначения, рассказывал заведующий отделом бывшего Северо-Осетинского обкома КПСС Ингуш Арапиев. Пошел гулять тиф, лечения никакого, шла война. Во время коротких стоянок на глухих безлюдных разъездах возле поезда в черном от паровозной копоти снегу хоронили умерших. Уход от вагона дальше, чем на 5 метров, грозил смертью на месте. Топонимические репрессии. 7 марта 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР была ликвидирована Чечено-Ингушская АССР. На месте районов, населенных чеченцами, был создан Грозненский округ в составе Ставропольского края. В него вошли, однако, менее 2/3 бывшей территории ЧССР. Одновременно в его состав добавили северо-восточные районы Ставропольского края, населенные нагайцами, даргинцами, кумыками. До 1937 года эти земли входили в Дагестан и русскими. Последний Грозненский округ был преобразован в Грозненскую область, включением в ее состав бывшего Кизлярского округа. Не включенная в Грозненский округ часть Чечено-Ингушетии, ее бывшие западные и отчасти южные районы, то есть, собственно, Ингушетия, были переданы Грузии и Северной Осетии. А восточные и юго-восточные, в частности, Веденский, Нажаюртовский, Саясановский, Чеберлоевский, существовавших границам, а также частично Курчелоевский, Шароевский и Гудермесский районы присоединены к Дагестану. Большинство районов, населенных ингушами, были включены в состав Северной Осетии, за исключением Сунжинского и Галашкинского Осинская долина районов, включенных в Грозненский округ, а также южной части пригородного района Джайраховская долина, отошедшая к Грузии. К Северной Осетии отошла часть Курбского района Кабардино-Балкарии, где до депортации также проживали ингуши. Еще раньше, указом от 1 марта 1944 года, к Северной Осетии из Ставропольского края был отнесен город Моздок с русским населением, освободившиеся, в кавычках, после депортации земли заселены в основном осетинами из Грузии в пригородном районе и русскими в Сунжинском. Соответственно, репрессированы были и все ингушские названия, их заменили осетинскими или русскими. Так, указом ПВС РСФСР от 29 апреля 1944 года районы, отошедшие от Чечено-Ингушетии к Северной Осетии, были переименованы: А. Псидахский в Аланский, Б. Назрановский в Косте-Хетагуровский, В. Ачалукский в Нартовский с переносом центра из села Ачалуки в село Нартовское, бывшее Кантышево. Другим указом ПВС РСФСР от 30 августа 1944 года переименованы были все районы и их центры Грозненской области. Переселенцы, включая детей, обязаны были еженедельно отмечаться в спецкомендатурах. За самовольное оставление места жительства полагалось 20 лет лагерей. Ряд горных районов под предлогом экономической нецелесообразности, введения в них сельского хозяйства для проживания чеченцев после возвращения, был закрыт и Тумкалинский, Галанчошский, Шаройский районы. До депортации в них проживало более 75 тысяч человек. А их жителей стали селить в казачьих станицах и плоскостных аулах 3 районах
переданных из состава Ставропольского края. Было запрещено возвращение в родные аулы чеченцев-акинцев, проживающих до депортации в Хасавюртовском, Новолакском и Казбековском районах Дагестана. Для них, согласно специальному постановлению Совета министров Дагестанской АСР номер 254 от 16 июля 1958 года, был установлен специальный паспортный режим. Не была возвращена и примерно 1/6 часть бывших ингушских земель, в частности прилегающих к Владикавказу, и несколько усеченный при депортации пригородный район, один из 5 ингушских районов, переданных после депортации в Северную Осетию. Узкая полоска по правому борту Дарьяльского ущелья от границы с Грузией до реки Армхи. Этот участок, как и Джераховское ущелье, в 1944-56 годах входил в состав Грузии, а также часть бывшего Псидавского района, узкая 5-7 километровая полоса, связывающая основную территорию с Моздокским районом, так называемый Моздокский осетинский коридор. Сразу после указа десятки тысяч чеченцев и ингушей в Казахстане и Киргизии уволились с работы, распродали имущество и стали добиваться выезда к прежнему месту жительства. Власти были вынуждены летом 1957 года временно приостановить возвращение чеченцев и ингушей на родину. Одной из причин была складывающаяся на Северном Кавказе напряженная ситуация. Местные власти оказались не готовы к массовому возвращению, и конфликта между войнахами и занявшими в 1944 году их дома и земли поселенцами из Центральной России и малоземельных районов Северного Кавказа. В августе 1958 года после убийства на бытовой почве вспыхнули беспорядки. Около 1000 человек захватили обком партии в Грозном и устроили там погром. Пострадали 32 человека, в том числе 4 работника МВД. Умерло 2 гражданских и 10 были госпитализированы. Арестованы почти 60 человек. Осетинское население из Назрановского, Псидавского и Ачалукского района в течение 1957-1958 года было переселено, но не в Грузию, откуда его привезли по разнарядке, а в пригородный район, в котором также оставались обосновавшиеся там осетинские переселенцы. Ингушам не запрещалось возвращаться в пригородный район, но возвращаться приходилось в занятые чужими людьми села, строиться на окраинах и задворках под косыми недружелюбными взглядами непрошенных соседей. А то и вовсе на пустом месте, как возник, например, совершенно новый ингушский поселок Кахца. В результате пригородный район стал ореолом черезполосного, смешанного и весьма плотного расселения двух этносов с натянутыми отношениями с друг другом. В отличие от других национальных образований, в составе СССР пост первого секретаря Чечено-Ингушского обкома партии всегда занимали русские. Единственным исключением стал последний партийный глава республики Доку Завгаев. Ну и так далее, и так далее. Я могу это очень долго читать. Это надо будет опубликовать, наверное, где-нибудь на сайте, чтобы это было доступно всем. Вот в таких условиях нам приходилось, чеченцы. Все мужчины были на войне, а те молодые ребята или кто не подлежал воинской службе, призыву, этих людей, как вы видели, как вы сейчас слышали, их собрали всех мужчин отдельно и изолировали для того, чтобы они не могли предпринимать. Это те остатки мужчин, которые не пригодились для войны, негодны были к войне, или там, может быть, кто-то уже после войны, конечно, после ранения оказался, или те, кто уклонялись, потому что такие тоже были, и было бы странно, если бы их не было, служить в советской армии, фашистской армии, ну, это можно просто, не иметь, не знаю, понимания, что происходит. Но, несмотря на это, как здесь метко все указано, когда мужчины наши были на фронте, защищали фашистскую краснопузую империю, и женщин, детей выслали. И вот я хочу сказать тем чеченцам, которые сейчас служат, какую еще подлость вам нужно сделать, чтобы вы просто поняли, что вы имеете дело с мистером подлость и с мистером сатаной. Аузу биллах. Что еще вам нужно сделать? Вас сейчас отправят в Украину, вас отправят куда еще в другое место. А наши женщин, детей всех вышлют.
Или отравят, или убьют, или еще что-то сделают. То, что нас хотели депортировать, об этом еще Дудаев говорил. Помните? Он был задержан ФСБшник с пакетом нашими спецслужбами. И Дудаев об этом иностранным журналистам четко рассказывал. Поэтому мы должны четко понимать, где враг, а где не враг. Ведь чеченская пословица не зря гласит: не тот онах, то смелый, а тот онах, то есть рыцарь, мужчина, то знает, кто его враг. Надо знать, где наши враги находятся. И Россия всегда была нашим врагом. И будет всегда врагом, пока она есть вот в тех границах, в которых она сейчас находится. Пока она не будет в ясный день со стен Кремля, пока не будет видна граница России. Вот такие вот дела, друзья. Давайте почитаю ваши комментарии. Мама В. Я Алга и считаю, уверен, что слово ингуши это не наше. Все мы для начала должны назвать себя чеченцами, а после уже найти наше общее древнее самоназвание. Наше общее, наше общее самоназвание Нохчи, оно имеет 1000 лет, корни имеет. Ингуши, чеченцы, это придуманные нам самоназвания. Алга это ваше самоназвание. А все мы когда-то назывались Нохчи. Сейчас как нас пытаются разделить там на кистинцев, да, это всего лишь такое отделение, такие же чеченцы, как и мы. Там даже акинцев, тоже те же, кто живут в Ауховском районе, тоже пытаются сделать. У меня мама акинка, и хотя уже, там говорят, это типа уже как бы другая нация, как ингуши. И если бы кому-нибудь или моей маме сказать, что ты не чеченка, были бы большие проблемы у того, кто так сказал бы. Или кому-нибудь из этих родственников по материнской линии. Поэтому все мы чеченцы, не чеченцы, нохчи. Нас разделили, очень много работали над этим. Мы должны с пониманием относиться. Так, давайте почитаем. Надеюсь, скоро будет Путлер-Капутки до самого. Да, ладно. Так, Фрай Рокки. Да, Болбеш, Рокки Баркал. Не только Дудаев, но и Черномырдин признался, что нас снова хотели высадить, и даже место назвал бараки около Астрахани. Я от Черномырдина не слышал, но то, что бумага была от Черномырдина, да, может ему журналисты задавали какие-то вопросы по этой теме. Вот, посмотрим. Да, нас в любой момент вышлют, в любой момент, в любой. И Кадыровы будут им помогать нас выселять. Ночи новый, Мацхирду Тишбо, Асланбек, из Сасамерика, давай ночи новый. Только все начинается, все интересное еще впереди. Тот самый Кетерпошт. Все потомки народов, высланных в Казахстан, должны поддерживать Украину. Только так мы сможем сломить хребет Мордовора. Так, бацбийцы тоже чеченцы. Never ever. Да, бацбийцы тоже чеченцы. Бацбийцы тоже. Нохчи. Это бацбийцы, это которые христиане, да, наверное? Да. Фриман и Путинец, представленные союзниками для войны с фашистами, американские студебекеры, перегнанные из Ирана
что были нужны на фронте, были задействованы в выселении чеченцев и ингушей. Да, именно так. И как в этом тексте было, вместо того, чтобы в 1944 году, когда идут усиленные бои в Европе, они берут просто крупную часть НКВДшников, соединений отправляют на Кавказ, чтобы они там калмыков, черкесов, чеченцев, ингушей, ну, всех выселять, крымских татар, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да. Как найти? Русские против власти только тогда, когда угнетается сам русский народ. А им наплевать на всех остальных, и они со стеклянными глазами наблюдают, когда творят зло над другим народом. Факт тому Сирия. Именно так. Именно так. Вообще русские это, они устроили геноцид сирийцев, уничтожали, бомбили. И я не видел возмущения русских. Ну так, редко когда. Ну о чем можно с ними разговаривать? За что, ради чего они там воевали? Спасибо Германии, что приняла много беженцев. Асамбек Тутаев. Да, Асамбек. Слава Германии, что принимает беженцев. Вот именно надо говорить ночью, говорит Фрай Рокки. Да. Мухаммад, ногчи земледельцы и так далее, ты, галга, ремесленники, орстрой воины и так далее. Это все бред. Бред сивой кобылы. Мы все ногчи. И земледельцы мы, и ремесленники мы, и воины мы, и мы это показали вот в эту. Это все специально вводят нас в заблуждение. Нас хотят разделить, что вы такие, вы такие, вы такие. Вообще, я считаю, да, это мое наблюдение, и даже исходя из того нашего поведенческого такого наблюдения моего, наших народов, ну, возьму чеченцев, что вот, например, тейпы, это не обязательно по крови это люди. Тейпы это место происхождения. Также немцы, между прочим, себя определяют. Именно так они себя определяют. И вот эти тейпы у нас оставались, и точно так же, как эти тейпы мы определяемся, когда-то, да, определялись, точно так же мы определяемся и сейчас. Мы первое спрашиваем, как зовут Мичару, как тебя зовут и откуда ты. То же самое это значит тейп. И все. Больше это ничего не значит. Эти тейпы, как мы знаем, что есть тейпы ремесленников, да, есть тейпы по территориальному где-то отдельному проживанию, ну и так далее, и так далее. Тукумы это объединение тейпов в определенные союзы. Поэтому сейчас мы пытаемся там по ДНК определить, к какому тейпу ты принадлежишь там и так далее. И люди начинают удивляться, как так, вроде мы одного тейпа с ним, а ген у нас абсолютно не сходится. Мы даже не женимся. Представьте, мы даже не женимся на тех, кто с одного тейпа. Ну, с тейпа женятся, конечно, если они из других районов. Такая тема. А абсолютно это могут быть по крови разные люди. Поэтому нам еще предстоит во многом разобраться. Во многом. И поэтому эти охотники, собиратели, мелхи, жрецы и так нет, это все бред. Может когда-то какой-нибудь там мелхи. Вот видишь, ты сейчас поставил ногчи, галгай, орстрой на одну планку. Ну тогда ты меня оскорбляешь тогда, если ты ставишь орстрой и эхки и мелхи один ряд. Почему ты не ставишь нашхо тогда с ними в один ряд? Мы тоже, нахч, по-моему, кто-то рассказывал, сыроделы, что ли, нашхоевцы были. Тогда нас тоже ставят? Нет.
Мы чеченцы, мы нохчи. А тейпы уже, и Мелхи, и мой тейп, и остальные тейпы, это уже все мы входим. Нохчи. Вот как это делается. А вот это размывание, кто сейчас пытается нас разделить, там где-то ногчи имя потерять, ничего этого не получится. Разделять по границам каким-то там. Вот смотрите, какая истерия была, помните, вот когда вот это разделение было. Вот интернет просто кипел. Ингуши на чеченцев, чеченцы на ингуши, там гон такой. И прекратилось. Троллям перестали платить, им дали другое задание и все, и перестали все. Ни одного боестолкновения не произошло, ни одного мордобития не произошло чеченцев и ингушей. Да, странно, столько оскорбительных вещей было. Это говорит о том, что там не было живых людей. Странно, что два полезных идиота из этой истории не попались. Даже это странно. Но у нас хватило благоразумия, что два нормальных человека, не троллей, не будут появляться. Поэтому вот этот бред, который нам русские навязывают, его вообще слушать нельзя. Русскую пропаганду нужно через 100 фильтров пропускать, перед тем, как к чему-то подойти близко. В одночасье все прекратилось, ингушско-чеченское противостояние. Все об этом сейчас уже никто не говорит. Хотя и все прекрасно знали, здравомыслящие люди знали, что это высосано из пальцев. Некоторые подстрекатели подстрекали к этому, ну и работали огромное количество вот этих неизвестных писателей в Ютубе, в интернете. Поэтому, мама, так что ты не прав немного. Точнее, вообще не прав. Сперва есть ногчи нация, а потом уже есть тейпы. Да. Ну ладно, у тебя вообще информация на какие-то касты. Мы не на какие касты, ты вообще понимаешь, что такое касты? Это сословие по факту. Никаких сословий, никаких каст у нас никогда не было. Ну, ладно, проехали, короче. Не буду я тебя больше читать. Все, ты уже, короче, я смотрю, а, и ты пребываешь или в пропаганде, или пытаешься здесь. А я сейчас не собираюсь на это отвлекаться. Сегодня день возрождения чеченской нации, 23 февраля. Мы будем обсуждать это и другие а, темы. Нашхоевцы делали пармезан лучше на Кавказе. Я думаю, да, может. Вот почему я люблю сыр, оказывается. Фриман антипутинец. Сильные метели и снежные бураны, 40-градусный мороз, попали чеченцы и ингуши в бескрайние степи. Спецпереселенцы были определены в особый режим поселения. Да? И при всем при этом, Фриман, когда наших туда отправили, тогда находились вокруг разные зоны, разные, ну, время такое было, да, кто-то на войне был, ну, такое время, где не так уж много было полиции, милиции и так далее. Но и милиция, и власти, они способствовали вот эти бандитские элементы, криминальные элементы, их заставляли нападать. Ну, не тоже заставляли, им предлагали, и они как бы как любые, что, правда, заберешь у бедного голодного человека, не знаю, но вот были случаи, когда женщины, дети и там несколько мужчин, молодых парней, столкнулись с бандой, огромной бандой каких-то головорезов и дрались с ними наравне, женщины и дети, и с палками, с кирпичами, с ножами, кто чем мог. И говорят, была очень такая мощная такая схватка, где многие погибли. Многие погибли. Да, ужасное, конечно, было время. Ужасное. Ну и вот то, что мы последние 30 лет видим, это тоже не намного лучшие времена.
Так, Тэпы говорит, это вообще новое, совершенно по разным критериям. Мама, не надо это говорить. Гора наш хлам называется. И она так называется 1000 лет. Я не знаю, если 1000 лет для тебя что-то новое. Моя, наша имеется в виду, откуда мы происходим. Где наши там предки 1000 лет назад жили. О чем ты говоришь? У немцев точно так же. Я когда здесь с немцем одним разговаривал, я говорю, кто ты? Он говорит, я там оттуда-то, оттуда. И там называет земли, я чистый такой немец он. Он ищет, и вот тогда я задумался, а наши тейпы, они не значат именно это же. А вот что с ингушами произошло? Вот у нас в Ингушетии, у нас в нашем Шоймартановском районе и в нашем населенном пункте есть люди, у которых есть родственники в Ингушетии. И Чуаи, там другие, третьи. И фактически никакого полного разделения еще нет. Да? Это они по отцу, по деду, уже братья, сестры, родные уже люди. Но они там делятся. И что делают Гала для того, чтобы как наподобие, они же ногчи, они же из этого же, да, народа, они начинают так же, как тейпы, делиться по фамилиям только уже. Вот, они сохраняют. Язык у нас один, да, нет уже ингушского языка. Есть чеченский язык, нохчимуат будет. И у нас один язык. В Ахмедском районе Грузии говорят со своим диалектом, ингушеты говорят со своим диалектом, у нас говорят со своим, там в горах говорят со своим. Это диалекты и не более. Один язык у нас, одна культура, ну все практически одинаково, ну одно и то же. Поэтому некоторым может не понравиться, вот пребывая, вот ты сейчас, наверное, к этому и клонишь, что мы как бы, ну это пропаганда, которую ведут, не будем, я опять возвращаюсь к ней, просто пишешь. Наверное, вот вы это сейчас обмусоливаете, пишут книжки разные, там, Абадикины и разные там мерзавцы. И вот, наверное, приходит, ну, националисту какому-нибудь, это приятно услышать, что мы великий, самый там, туда-сюда. Но это не так. Ну, не совсем так, да, не совсем так. Мы один народ, один народ. И по много-много веков, десятилетий, ну, век-два, империя пытается нас разделить. И им сейчас удалось разделить. Мы стали два разных народа. С одним языком, с одной религией, с одной культурой. Но мы стали два разных народа. Это большая трагедия для нашего народа на самом деле. Но факт есть факт. Есть люди, определенная часть из моего народа, к которому я принадлежу, и они принадлежат, они называют себя другим народом. Это имеют они на это право, я не могу на это никак возражать. Но историю изменить и факты изменить ни они, ни я, никто не в силах. Да, можно представить себя там родоначальником, прародителем всего человечества там, или еще чего-то. Армяне тоже себе много чего придумывают и развивают. Чеченцы некоторые вещи себе тоже придумывают. Ну, на мой взгляд, конечно, могу ошибаться. Но это не значит, что это становится правдой, если это меняется. Поэтому я думаю, когда мы станем свободными, между нами не будет никакой границы. Это вообще позор было даже обсуждать эту границу. Но ее вообще не будет, как нету ее между Францией и Германией, например, или скажем, Бельгией и Германией, Голландией и Германией. Я думаю, хотя они много-много лет воевали между собой,
на протяжении веков друг друга воевали. Ну вот в Европе теперь уже не воюют. И нам, который, ну, один народ, никогда не воевавший друг с другом, и да, никогда не будем воевать, мы сядем и потихонечку придем к единому знаменателю. Нам делить нечего. Кто хочет называться Галра, будет называться Галра. Кто хочет называться, я не знаю, Мелхи будет называть. Ну, Мелхи это тейп, чеченский тейп. Посмотрим. Аду Давлетук Невер. Лучший пармезан делали многие жители высокогорных аулов, каждый своеобразным рецептом. Нет, мы делали лучше Аду Давлетук. Марат, ассаламу алейкум. Каста это социальное деление на низшего и высшего. Алейкум ассалам. Аду Давлетук Асан, ты чуть оговорился. Они или мы, никто ни из кого. Мы народы с единым происхождением. Ну, я не знаю, в каком месте ты имеешь в виду, оговорился. Ну, я так это представляю, да, то, что я читал, видел, слышал, я так это представляю. Это западная часть. Ну, и сейчас мы уйдем сейчас в эти дебри, которые потом придется еще там 2-3 стрима потом доказывать. Так, США, Америка. Аслан, канал такой-то ностальгии. Ты показал ролик в Ютубе, где говорится, что был чечено-ингушский батальон Бергман, который воевал за немцев. Вот так они сочиняют фейки. Ну, Бергман, какие-то кавказские народы, может быть, что-то там было. Я что-то тоже читал по этому поводу. Черкесы входили, чеченцы, наверное, как говорится, нас мало, но мы везде, там тоже, наверное, оказались, соответственно, и ингуши тоже, поэтому, может, отчасти правда какая-то есть, но, не знаю, если бы не та идея, которую несли нацисты, то можно было бы, конечно, с удовольствием выступать за нацистов. Тем более многие не понимали, языка не знали и не знали, какую идею несут нацисты. Ну и нацисты, в принципе, если бы они выиграли, они бы не такими ужасными были бы, как не стал Советский Союз и краснопузые. Они с ними общались, в Совете Безопасности ООН с ними заседали. Так бы заседали и с немцами, если бы они выиграли. Хотя я считаю, империя, русская империя, фашистская империя, она хуже, чем гитлеровская Германия. Сегодняшняя путинская Россия, она хуже, чем гитлеровская Германия. И по жестокости, и там, и по другим всем показателям, и по подлости, и по лжи, и по коварству. Мы сравнивают там с Гитлером там, и так далее. Мне кажется, это принижение путинских заслуг, да, сравнивая его с Гитлером. Это намного хуже, чем Гитлер. Это Сталин, это какой-нибудь Андропов, Гвишиани. Вот такими людьми нужно стать. Да, до Гитлера. Хуже Гитлера, короче, этот Путин. Нация без национализма как орган без организма. Вообще такая мощная у тебя мысль, конечно, забит. Аду Давлетук Асан, ты чуть оговорился так это.
Но мы быстро ведемся на провокацию, к великому сожалению. Да, к великому сожалению, мы оказались просто в такой ситуации, когда у нас нету лидера, авторитетного лидера. И авторитетного. Есть какие-то там каналы, которые не очень раскручены. Был раскручен Кавказ-центр, которого мы не знаем лица. Мы не знаем, кто стоит реально. Когда-то этот Удугов за этим стоял, потом есть тут кто-то мне пишет, какой-то тут этот вербовщик. И то, что они говорят на Кавказ-центре, ну, вроде правильные вещи говорят, 90%, 80-60% правды, ну и много лжи и дезинформации и провокаций. И возникает вопрос, на кого работают эти люди? На русских, на турков, на кого эти люди работают? Поэтому им не интересно. Им интересно собрать с Европы людей и отправить в Сирию. Вот это им интересно. Вот что им интересно. Больше им ничего не интересно. Им дают задания, вот они работают. Нужны авторитетные люди. У нас есть совет старейшин, но он практически не существует. Да? Он может где-то дать интервью и все. Никаких таких больших и небольших там мы не замечаем каких действий. Постоянно должны работать, но не работают. Такие ждут чего-то, наверное. Вот такие вещи, конечно. Поэтому нами вот манипулируют, нам засылают разных пропагандистов, разных провокаторов, которые ведут вот эту свою деятельность. Oxygen Go, добрый вечер всем, добрый. Oxygen, приветствую вас. Маждада, я у одного спросил, Тайпан Милу, сразу ответил Бусалбу. Дальше не стал спорить, так как неквалифицированный специалист. Бусал говорит, Тайпан, а фамилия уехала. Какая у тебя фамилия, какое у тебя имя? Я Бусулп, я Бусулп. Ну раз ты имя не нужно, зачем тогда? До того, до абсурда доводят вещи, просто с ума можно сойти. При всем при этом, когда им что-то нужно касательно религии, национальности, там, происхождения, вот тогда быстро возмущается. Я помню, как этот мне пропагандон один кричал, мы там за шариат, мы мусульмане, а потом я сказал там что-то про национальность, он говорит, Кигумма даться, нохчевать, ну он же чеченец, надо, вспомнил национальность. Вот такие вот подонки. Но это подонки, а есть и заблудшие. Аслан, не было в составе Бергмана ни одного чеченца и ингуша в США, Америка. Ну, значит, не было. Я даже не знаю, что такое этот Бергман, на самом деле. Я этого не знаю. Если не было, не было. Я знаю, что Апти в Англии живет. Бывший наш какой-то там сотрудник наших каких-то там служб. Апти Баталов. Он показывал фотографию, где он, якобы его дед или кто-то из его родственников в немецкой форме, и вот он типа вот старая гвардия такая. Не знаю, Бергман это или не Бергман, я не знаю. Да, Апти Батала, его отец был там. Ну вот, он в Бергмане был, я просто в Фейсбуке видел это, я могу ошибаться, но он был в немецкой форме, и несколько человек там на фотографии, и он говорит, что это может быть и отец. Я не знаю точно, какое родство там было, но он говорил, что это его родственник. Пока империя зла не будет развалена, то мир не будет спать спокойно, Самбек Тутаев. Да, именно так. Конечно, не было ни одного чеченца или ингуша. Это басики.
а вот думают о опрыске гибнюков, чтобы оправдать свои преступления, совершенные, совершаемые против нас народом. Не, ну давайте по логике подумаем. Если, смотрите, Германия нападает на Советский Союз, начинаем воевать, идет война, Советский Союз воюет. До 44-го, до 41-го, до там, Второй мировой войны усиленно чеченцев, ингушей репрессируют, расстреливают, сажают, там, убивают всех думающих и так далее. Остается немного образованных и немного думающих. И в это время происходит нападение Германии, ну, война начинается. Совместно сперва они начинают против Польши и других, а потом они начинают делить добычу и там между собой начинают грызться. И что из этого тогда выходит? Разве не может хоть один чеченец туда попасть? Я не верю, что там не мог быть чеченец или ингуш. Я считаю, тем более ты не знаешь, о какой идеологии говорят эти нацисты, так как у тебя ты не владеешь языком. Тебе могут преподнести, как нам сейчас на арабском что-то рассказывают, и мы сидим там, глазами хлопаем, ну да, наверное. Вот только так это получается. Поэтому не знаю. То, что там были, я допускаю, что там были. С большой вероятностью, что там были. Вот тот же Апти Баталов был среди них. Не знаю, как непосредственно в Бергмане были или нет. Так, Маждада. В составе Бергмана был Алдам Баталов, отец Апти Баталова, еще и офицер гестапо. Ой, ты это серьезно, что ли, Маждад? Ничего себе. Я не знал. Ну, я эту фотографию помню. Наверное, значит, это отец, он про отца говорил, и офицер гестапо. Вот тебе и здрасте. Бергман – это подразделение вермахта, созданное на основе кавказца. Основной состав – грузины, эмблема – кавказский кинжал и маленький кулачный кавказский щит. Never ever. Баркалон. И сами, да, первые 3 месяца войны без единого выстрела. Плен немцам сдались 3,9 миллионов русских красноармейцев, не говоря о сдаче Власовской армии и русских полицаев. Да? Дель им Баду, они быстро напомнят, кто откуда. Подвешь, Хальтарло. Так. Салам всем свободным людям, салам аслам. Салам, Эд, приветствую тебя. Приветствую всех свободных людей. Так, Трон. Я считаю, что Украина не в состоянии признать Ичкерию из-за того, что постоянно переходит на идеологию Коран и Сунны. И наоборот, сперва самим нужно определиться. Ну, даже если сегодня признать, конечно бы, это не помешало бы нам. Признание, оно не было бы лишним. Но надо с кем-то взаимодействовать. Наше правительство долгое время молчало. Сейчас ждало, пока батальон имени шейха Мансура присягнет правительству Закаева. Не дождалось и присягнуло батальону шейха Мансура. Поддержала, короче, публично. Зачем это столько долго времени молчали и потом... Я не знаю. Великие стратегии геополитики, наверное. Ассаламу алейкум всем, воин Ичкерии. Ва алейкум ассалам, воин Ичкерии. Машой. Маждада, вай بعرقة خيش عربو ماتا دعوات لدوش عشا وجوين تقيل دعلوش خيل ميج وجوين تقيل دعلوش ملوتي وجوين
قيت سوي بعرق خيش أش عربو ما تنا واتلدوش أشياء وجوين تي دالوش خيل ميك да альбом отладывающий да, вполне возможно. Вполне возможно. Да уж. Давайте я вам, ну, на чеченском, ладно, не буду показывать. Вы, наверное, видели выступление Джохара Дудаева, я закидывал у себя на канале, и Бориса Стамахина вы тоже видели на канале Аяда Идигова. Кстати, друзья, я хотел сделать небольшое объявление. Если можете, если у кого есть ТикТок, подпишитесь на мой канал ТикТок. Мне нужно набрать 1000 подписчиков, чтобы можно было выходить в прямые эфиры по ТикТоку. Так, мой канал называется Reality, нижнее подчеркивание, HRCI. Ну вот как и этот канал YouTube называется. Сейчас у меня там 371 подписчик. Нужно еще набрать 629. Так, давайте посчитаем ваши комментарии. Ассаламу алейкум, ночи безу, шульдамак, ва алейкум ассалам, ашуа. США, Америка. Я лично считаю чеченцев, воевавших за СССР, добровольцами, поскольку мы никогда не уходили в состав СССР. А Баталов я не учел. Может быть, это и правда. Ну, добровольцами США, Америка, мне кажется, ну, трудно их назвать, потому что того, кто не соглашался, у меня дедушкиного брата расстреляли. Ну, пропал, короче, забрали и, короче, пропал без вести. За то, что он уклонялся от призыва. Молодой пацан был, ему сколько там, 18 лет еще даже не было, 16 лет, по-моему. Его расстреляли, говорят. Вероятно, расстреляли, потому что забрали и пропал без вести. Нас насильно заставили. Поэтому, ну, конечно, это не добровольцы, но вот сейчас набирают людей и ну, одно дело, в Украину сейчас они поедут. В Украину-то, понятно, никто на Россию не напал и так далее. Но служит в какой-нибудь суворовском училище молодой пацан, и ему говорят: давай, иди воюй. На нас напали там китайцы или турки. Ну, что ему делать? Призывают, чтобы не расстреляли, он идет. А там уже дальше больше война, и воюешь. Поэтому обвинять, конечно, мы же не можем за то, что воевали за Россию. Мой дедушка воевал, он жил в России, 2 высших образования имел там. Идейный коммунист был в свое время, потом, правда, понял, что это такое. И его забрали на войну, и он воевал. И вот он получил ранение, лежал в госпитале, и 23-го, или когда, может, уже в марте, или после 23-го, короче говоря, ему пришло сообщение, что его вся семья отправлена в ссылку, в депортацию. А его брат старший, тоже воевавший, еще в царской России воевавший, тоже офицером был в царской, этой Первой мировой войне принимал участие.
они все находились уже там. А этот раненый вслед за ними отправился. Вот благодарность. Невероятно просто. Невероятно. Oxygen Go. Может, есть смысл записать общее видео с украинским блогером с большой аудиторией, чтобы больше украинцев вас услышали. Например, Маркус, он доброволец, хороший канал у него. Давайте с удовольствием. Давайте, я только за. Я состою в украинской спилке блогеров, как почетным там гостем являюсь. Как бы мы общаемся, у меня времени не бывает там часто общаться, но мы общаемся с Дедусиком и с другими разными блогерами. Дедусик не входит на спилку с Василием, ну, с многими, почти со всеми мы знакомы, сейчас появилось, я, правда, сейчас уже немногие узнаю, ну вот самых первых, почти всех я знаю, мы с ними общаемся. И друг другу помогаем, в случае чего у нас есть своя группа, я могу обратиться и так далее. Было бы хорошо создавать общие стримы, вот как мы через Zoom делали конференцию, и на конференции приглашать всех желающих и общаться. Было бы очень, мне кажется, отлично в этом направлении работать. Было бы очень хорошо. Так. Во Власовском РОА было более миллиона русских. По логике, СССР должен был депортировать русских. Да, кстати, а не заселять наши земли русскими. Так, дедусик послезавтра уже на фронт едет. Давид. Платер Алексей Аслан, пригласи, пожалуйста, на следующий стрим Рафиса Кашапова. Он глава правительства Татарстана в изгнании. Ну вот, Платер, ты можешь отправить ему ссылку, когда у нас будет стрим. И любой желающий может зайти на нашу конференцию, стрим и обсуждать с нами. Это отлично. Эдмомеда, как думаешь, когда будет конец РФ? Очень хочется наблюдать, как Гаага будет судить. Не знаю, Эд. Я очень рассчитываю, что этот год будет решающим годом. Или мы их победим, или они нас победят. Вот одно из двух. Но я думаю, скорее мы победим. Так. И чего мы добились тем, что это не говорили? Надо говорить и всем прийти к единому мнению. Те же эстонцы, будучи захвачены в России, своим запрещали даже говорить на русском, чужим для них языку. Ну, о чем ты говоришь? Ты предлагаешь мне вести только на чеченском? Я в этом думал, веду-то на чеченском тоже, но у нас дело связано с тем, что мы хотим, чтобы нас поняли во всем мире, и украинцы, чтобы нас поняли, поэтому мы говорим на русском тоже. Так. Так, и одно замечание. Надо придать высокое значение разговору о том, что нас высоет, чтобы на нашу землю создать. Вот ты бред говоришь, Мухаммад. И то, что ты меня Арслан называешь, можно понять, что ты не ингуш. Потому что ингуши знают имя Аслан, и они Арслан не говорят. Вот ты спалился.
Плутин возомнил себя Кощеем Бессмертным, вторгся на Украину. Может, его смерть не в Игле, а в Лугандоне. США, Америка. А сам мой дед тоже воевал, командовал чеченским батальоном, был ранен. При форсировании Днепра. И воевали наши добровольцы принудительно. Да, принудительно. Наши добровольцы. Доброволец уже не принудительно. Принудительно уже не доброволец. Слава Украине, слава Ичкерии, Шульдамай. Сегодня смотрел выступление Кулебы, министра иностранных дел Украины, и читаю вот комментарии. И уже люди с украинскими никами, вывод войск из Грузии, Молдовы, Чечни, Украины, с Крыма там и так далее. И везде указывают там, это очень хорошо. И вот в этом направлении надо везде говорить и напоминать о том, что происходит. Есть такой один, такой председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. На выступлении, во время выступления Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, он ему там разные вопросы задает, и один из вопросов говорит, что наш континент мирный континент, типа, мы так, стремятся к миру, все такое и так далее. Но он не всегда был таким мирным, говорит, я вспоминаю 95-й, по-моему, год, это Югославия, потом вспоминаю там 2000-й, там еще чего-то, 2014-й Украину, 2008-й Грузию, там и так далее, и так далее. И вот этот Вольфганг Ишингер, который приглашал Путина, он такой дружбан Путина был. Теперь сейчас мочат они сейчас Путина. И вот эти лицемеры, мерзавцы, подонки не произносят слово Чечня. Почему? Потому что они соучастники этого. И мы должны об этом говорить. Да, не так грубо, как это делаю я, но всегда им нужно напоминать об этом. Всегда нужно тыкать носом, потому что соучастие. Покойный председатель ООН, глава Кофи Аннан, так и ушел в могилу, не вводя никакие санкции, никак не предотвращая геноцид чеченского народа. Мы никому не должны в этом мире. Мы никому не должны. Должны все нам. Все нам должны. Конечно, это нужно делать в дипломатичной форме, порядочно это делать. Но при всем при этом, вот сейчас мы сделаем ответ этому Вольфгангу Ишенеру на немецком языке. Мы ему пошлем таблетки от памяти, то, что память у него плохая, вот он все вспоминает. А друг Путин, который приезжал и там говорил, что приезжайте в Чечню, если хотите быть мусульманским радикалом, мы вам сделаем обрезание. И рядом эти ублюдки сидят из Европейского парламента, Жозеф Борре, как его там, Борре Жозеф, или путаю его имя, сидят, хихикают. Ублюдки, мерзавцы, подонки. Самые настоящие. Геноцид шел открыто. А теперь они Кадырова, видите ли. Теперь Кадыров у них исчадие зла. Один Кадыров у них. Да? Даже Путина санкции не вводят. Грозились санкциями. Сейчас, если на Украину нападет, мы сейчас введем санкции. Признал. Плюнул на всех. Открыто всех послал к чертовой матери Путин. И сейчас какие разговоры мы слышим? Мы сейчас будем применять санкции, посмотрим так, как это нам, чтобы это было не очень больно там, и так далее, и так далее. Путин смеется над ними. Уже все, просто позорище, то, что делают и говорят вот эти дни. Если бы не Блинкин, который там зубами вцепился, там борется, и Украина, которая стоит на своем, я думаю, уже Путин бы на всех уже ездил бы просто. Просто позорище.
Так. Интересно, как они хотели создать Израиль на чеченской земле, когда СССР вооружил весь арабский мир, чтобы уничтожить Израиль. 6 арабских стран не смогли сломить Израиль и сбежали, оставив гору оружия. Да это бред просто. За антисемитизм, антиамериканизм, античеченизм буду банить нещадно. Мне вообще без разницы, кто там будет. Поэтому давайте вы не будете эту пропаганду КГБшную мне тут на канале, мне тут хватает этих троллей разных. Ты вот как начал, мама, я про одну тему, ты как все время ни разу ты не пришел к теме, о которой мы сегодня обсуждаем. Ты еще ингушом себя называешь, тебя тоже твоих депортировали. Но ты вот все ты говоришь, и уже и евреев ты приплел сюда, и всех остальных. Главное, чтобы не говорить по теме. Ты отвлекаешь всех от этого. Так. Newsweek написал, что Путин совершил вторжение на основную Украину в течение... Написал, совершит вторжение на основную Украину в течение 48 часов. Да, совершил он уже. И пойдет дальше. И Донецкую, и Луганскую области он должен... Я вам сейчас фотографию покажу, я ее в Фейсбуке у себя выкладывал. Пойдет он дальше. Вот если вы сейчас увидите. Вот видите, то, что выделено красным, это уже захвачено. Так, почему это у меня? Вот. Донецкой и Луганской области ему нужно занять. Это получается, ему нужно занять Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск. Вот эти и другие. И на этом он не остановится. Его нужно остановить, понимаете? Хорошие слова, красивые слова, правильные слова его не останавливают. Его останавливают только в пятак удар. Никто не хочет создавать Израиль. Это мулька, которой нет доверия. В Крыму, говорят, хотели. Сталин отдал наши территории после выселения грузинам большей части, потому что сам им был. Абсолютно верно. Никакой Израиль он там не создавал. Это бред сивой кобылы просто. Все, короче, мама, ты уходишь в бан за пропаганду ГБшной вот этой пропаганды своей. Да, Геш Дуэль Вайдахеланш, Дайна Ношан, 23.02.44. Это был очередной геноцид чеченского народа, проведенный фашистским СССР. Да, абсолютно верно. Тут только антисемитизм запрещен, говорит, забить дебалов. Я же тебе сказал, антиамериканизм тоже запрещен. Российская пропаганда запрещена. Фашизм запрещен. Вот разные радикальные бреды здесь разные запрещены. Любого проявления. Пора уже уяснить. А если тебе не нравится забить, тебя насильно здесь никто не держит. Тебя просто терпят. Потому что ты вот на грани сейчас ходишь и так умничаешь. Приблизительно я знаю, кто ты, подозреваю, кто ты. Но вот точно я узнаю, ты тоже придется снова тебе сменить ник, который ты уже, наверное, неоднократно менял, если ты тот, о котором я думаю. Так. Так, Давид, фреш. Как вам флешмоб от пана Василия про признание Ичкерии Украины? Как думаете, если завтра Украина признает, например, что будет дальше? Ну, что будет? Ничего не будет. Дальше будет признание, там, не посольство, Грузия нас признала, ну и на этом все стоит. Это просто был бы политический ход и моральная поддержка. Но вместо того признания, да, признавать, конечно, это
было бы очень правильно, потому что рано или поздно нам это нужно сделать. А почему это не сделать сейчас, когда Украине нужна помощь? Почему бы не воспользоваться такой удобной ситуацией для Украины? Ну, почему-то не хотят. Не знаю, почему не хотят. Наверное, ждут, когда тоже останутся без своей страны там и так далее. А так, флешмоб Василия очень понравился, поддерживаю, у себя постил. Василий вообще это друг, чеченский друг, могу сказать со всей ответственностью. Очень порядочный человек, всегда с пониманием, с сочувствием, чутко относится вот к таким вещам, очень хорошо реагирует и правильно делает, потому что только так мы можем строить какие-то дружеские крепкие отношения между нашими народами. Ну, было бы хорошо, если не закончилось это на том, что сделал Василий, а дальше получило бы свое продолжение. Ну вот как-то так. Посмотрим. Так, антикуджи тоже запрещены. Да, точно. Жерар Дудая, тут и антивойнахизм, антиевропизм, антисемитизм и весь античеловечизм здесь запрещен. Здесь не орки собрались, а люди. Баркалон, Жерар Дудаев. И вот отвечаю на вопрос Давида, могу сказать, что ну ничего не произойдет, кроме политического бонуса. Но вместо того, чтобы нас признавать, украинские власти почему-то вносят санкционный список без объяснения причин чеченских добровольцев, которые там сражаются. Вот мы гадаем, я лично для себя гадаю, за что их занесли туда. Есть основания? Я не знаю никаких оснований. На русских они не работают, они уже 8 лет воюют. Там, доказали то, что там Зеленский не доказал. И там Данилов, или как его там, СНБО, который возглавляет, который не доказал. Ну, не знаю, за что доносят. Хотя бы не заносили бы. А если признают, я лично готов выехать хоть сегодня в Украину. Если Украина признает мой паспорт Чеченской Республики Ичкерии и меня гражданином этой страны, которой я являюсь на законных основаниях, я с удовольствием выйду хоть сегодня в Украину и буду оказывать любую посильную помощь, которую я смогу оказать в силу своих интеллектуальных возможностей. Так, эти гибнявые тролли отвлекают от темы депортации чеченско-ингушского народа, и какой нужно быть мерзостью, чтобы троллить эту тему, за это можно и в баню. Да, уже ушел. Я думаю, правительству Украины нужна политическая воля. Первое, признать Ичкерию независимой, создать добровольные батальоны и участникам военных действий выдать гражданство Украины. Да, гражданство нужно всем выдавать, кто сейчас воюет в Украине. Если нет гражданства, ни в коем случае нельзя принимать участие. Так, ну все, время у нас закончилось, друзья. Салам алейкум вежери ижери. Хазгул дельшо. Ва алейкум ассалам нохчи аух за Ичкерию. Ауха за Ичкерию. Все, друзья, на этом наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия, слава Украине. Господи, благослови Америку. Ассаламу алейкум.